Журналы нам нужны, санитарные книжки надо посмотреть. И посмотреть, есть ли в наличии дезинфицирующие средства, чем они проводят уборку. Ресторан привлекает не только своим ассортиментом блюд, но и выставленными здесь музейными экспонатами. Персонал в защитных медицинских масках. На входе для посетителя приготовлены дезсредства. И все бы хорошо, только нет журнала записей уборки помещений. Вы сами проводите? И вы сами фиксируете? Ага. А фиксируете вы? Домой забрали? А сегодня утром как вы тогда зафиксировали уборку, проведение? И зачем домой забирать нельзя? И санитарные книжки всех сотрудников нам нужны. Дома торжеств, рестораны или кафе, согласно указу главы, должны прекращать свою работу в 10 вечера. Тогда режим работы нужно будет вывеску установить, что вы работаете до 21:00, да? Угу. Вообще можно до 22:00. Да, с 22 до 6 функционировать нельзя, работать нельзя. Объект должен быть закрыт. Руководству ресторана выписали извещение и уведомили явиться в Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства. К слову, таких на протяжении всего рейда выписывали не раз. Куда ни загляни, нарушения одни и те же. Например, в этом магазине одежды по проспекту Идриса Базоркина. Продавцы и покупатели без масок. Нет разделительной разметки. Отсутствуют здесь и средства индивидуальной защиты для покупателей. Протоколы составляют на месте. Работник магазина обязательно должен находиться в маске. Здесь есть маски. Да, хоть переболел, хоть он вакцинировал. В любом случае это болезнь. Есть случаи, что повторно болеют люди, несмотря на перенесенную болезнь. Антисептик, маска у меня в сумке. Если На камеру меня не надо снимать. на видном месте надо антисептик поставить обязательно. По сравнению с тем, что было раньше, предприниматели стали дисциплинированнее, отмечает Карина Ганиева. То ли действительно стали серьезнее относиться к требованиям, то ли штрафные санкции так повлияли. Да, штрафные санкции у нас остаются такими же на физических лиц, то есть на граждан. Штрафные санкции от 15 тысяч и выше, на должностных лиц от 50 тысяч и выше и на юридических лиц от 100 тысяч и выше. В подпункте указа главы региона Махмуда Али Калиматова также говорится, заполняемость посетителями в ресторанах или домах торжеств должна быть не более 50% от общего количества мест. Эту информацию сотрудники Роспотребнадзора доводят и персоналу ресторанно-гостиничного комплекса. Работаем только до 22:00. Дезинфекция обязательно проводить. И при контакте с посетителями тоже от них требуют, чтобы они надевали маски. Когда они уже садятся за свой стол кушать, уже они будут снимать, да, когда они с вами уже не контактируют, тогда они будут снимать. Обязательно в порядке, вот это все надо соблюдать. У нас вот залы большие, стараемся размещать гостей минимум там 2-3 метра, не только 1,5 метра, даже 3 метра вот у нас столы стоят. В этом решение. И график работы у вас? Ну, до 10. До 10 да. Вы уже закрываете? 9:30 уже закрываемся, а вот 10 часов уходит персонал. Все понятно. Посетители с пониманием относятся? Конечно. Рейдовое мероприятие охватило с десяток точек питания и магазинов. И так ежедневно к нарушителям будут применены самые строгие меры, вплоть до лишения права на ведение предпринимательской деятельности. Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.